Добрый день, я Баян Тойкебаева, автор подкаста «Әлемді өзгертетін әйелдер. Женщины, меняющие мир». Проект реализуется Альянсом женских сил Казахстана при содействии Канадского фонда поддержки местных инициатив. Сегодня у нас в гостях Семененко Наталья Николаевна. Приветствуем вас. Наталья Николаевна – психолог, член комиссии по делам женщин и семейной демографической политики при Акиме города Астаны, а также автор книг по профилактике семейно-бытового насилия. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь более подробно. Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, Баян. Рада, что есть такая передача. Здорово, что поднимаются важные вопросы для женщин в современном мире. И я хочу рассказать о своем пути профессиональном становления своей гражданской позиции. Я работаю психологом, работаю с семьей уже около 30 лет. И когда ты каждый день слышишь о проблемах, о несчастьях, ты понимаешь, что недостаточно помочь одной семье, одному человеку. Очень важно выходить на социальный уровень. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно понять причины, что происходит в обществе, что происходит вокруг нас, что происходит со средствами массовой информации, как формируется та или иная проблема. И это заставило меня выйти за рамки кабинета, где тихо, грустно, печально, выйти в такой гражданский сектор. И помимо того, что у меня ТО, коммерческая структура, психологический центр Келешек, я все время принимаю активное участие в работе различных НПО, которые занимаются вопросами семьи, женщин. И изучаю мировой опыт, мировую практику. И в данном секторе очень много неравнодушных людей. Мы объединяемся и создаем различные социальные проекты, которые помогают улучшить мир вокруг нас. Спасибо, помочь людям. Наталья Николаевна, у нас такой формат. Коротко мы вопрос-ответ, вопрос-ответ, чтобы я вам буду говорить. Да, я знаю, что вы эта тема у вас такая действительно. Следующий мой вопрос. Почему сейчас эта тема профилактики семейно-бытового насилия, само семейно-бытовое насилие сейчас стало очень такой актуальной. Сейчас во всех соцсетях, по телевизору, куда только не посмотришь, везде прям действительно слышно про это. Почему тема актуальна? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я думаю, что эта тема была актуальна всегда. Просто о ней меньше говорили. Наша культура предполагала ссор из избы не выносить. Долгое время и в правовой сфере семейные конфликты рассматривались как семейные. И только благодаря активистам общества, благодаря, может быть, грустно говорить об этом, но благодаря тем трагедиям, которые свершились, и, конечно, благодаря социальным сетям, в которых освещаются все такие негативные ситуации, государство стало поворачиваться к решению этой проблемы. Об этом стали писать, об этом стали говорить. И я думаю, что это не рост бытового насилия, как нам показывает статистика, а именно женщины стали заявлять об этом, стали говорить об этом. И поэтому стала меняться и государственная политика в сторону наказания, в сторону профилактики бытового насилия. Они стали говорить об этой проблеме как социальной. В том числе экономическая ситуация, она не влияет? Как думаете, на сам показатель роста вы знаете, здесь было бы очень легко и просто, если бы мы подвели к какой-то одной причине. Но на консультацию приходят женщины, являющиеся жертвами бытового насилия, материальная семья очень обеспечена. То есть получается, что социально-экономический статус не является одной из причин бытового насилия. Там много факторов, например, и социокультурные. Если человек растет в системе, где насилие – это норма, не обязательно семья. У меня был случай, когда мужчина, очень благополучная семья, очень статусный мужчина, он использовал физические наказания для своего сына, 10-летнего. Для ребенка, да? Для ребенка. Когда я задала вопрос, зачем вы такой большой, он такой маленький, он ответил, в нашем поселке проверяли друг друга на прочность, и если дрогнешь, то все тебя сломает. И я проверяю, дрогнет мой сын или нет. В общем, такие убеждения существуют. Понятно. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, какие вообще есть виды насилия?
Потому что мы всегда думаем, что физическое насилие, что это есть. Есть же еще другие виды. Можете раскрыть эту тему более подробно? Да, вот когда мы находились в карантине, и я прочитала историю одной семьи, она меня потрясла очень сильно. Я стала задаваться вопросом, что мы можем сделать для того, чтобы остановить бытовое насилие, и стала исследовать вот международный опыт, искать партнеров, и такой центр был найден в США. И как раз обучение у них, мы написали проект с коллегами, обучение у них перевернуло и мое сознание, понимание, мне захотелось донести это до всех. В результате вот в соавторстве у нас родились эти учебники, методические пособия, потому что у нас психологи не были подготовлены к работе как раз с этой ситуацией. То есть ни одного часа в программах подготовки психологов не было посвящено теме работы с участниками бытового насилия. И как раз вот вся эта работа помогла расширить понимание бытового насилия, что насилие – это не только когда тебе уже вот кости поломали, когда ты лежишь в больнице, а насилие может начинаться с таких простых вещей, которые мы часто принимаем как норму. Например, когда партнер контролирует своего партнера постоянно по телефону, когда устанавливаются там какие-то программы слежения. И потом, естественно, требуется отчет, и женщины изначально думают, что это любовь, он без меня жить не может. Да, на самом деле это первые звонки насилия. И вот в казахстанской практике рассматривается физическое насилие, психологическое. За психологическое насилие я не знаю случаев, чтобы кого-то привлекли к ответственности. Физическое, сексуальное – это уже уголовная практика. И экономическое насилие тоже очень часто женщины принимают за норму, когда мужчина распоряжается с финансами, даже теми, которые принадлежат ей. Она заработала, но женщина считает, мужчина лучше распорядиться деньгами, потом свои же деньги выпрашивает на различные женские мелочи. И вот это тоже какая-то часть вот нашей культуры, что вот мужчина может лучше. И хорошо, что вот в вашем проекте, да, много женщин успешных, которые умеют совмещать работу и счастливую семью, воспитание детей. И вот таких женщин надо нам, наверное, чаще больше видеть, встречаться с ними, чтобы понимать, все можно. Вот мои коллеги проводили исследование, наш центр помогал в проведении этого исследования. Мы увидели, что в Казахстане у женщин есть возможность быть успешной в бизнесе, в карьере и быть счастливой, но при этом очень важна поддержка мужчин. Мужчин, да? Да. Ага. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, про ваши проекты, что вы сейчас реализуете, и немножко можно было бы про международный опыт. Насколько я знаю, вы как раз летом ездили, да, ознакомливаться с международным опытом, ну, как бы хочется услышать. Ну вот, продолжая тему как раз бытового насилия, работая с партнерами, вот расширение понимания бытового насилия, как раз вот работа с нашими психологами показала, что еще больше нужно материала, еще больше нужно опыта, практики, и поэтому мы, вот видя, что в США рассматривается бытовое насилие на высоком государственном уровне, под этот закон идет большое финансирование, очень много неправительственных организаций вовлечены в работу. И причем у каждой организации свои задачи. Это и просветительская работа, да, это и поддержка женщин, это поддержка детей, и это работа с агрессорами. То есть мы увидели уникальный опыт в разных штатах, как работать с агрессором. То есть это обязательное условие, не добровольно. Вот у нас тоже пытаются внедрить эту программу, но пока это добровольно. И из там 200 агрессоров на коррекционную программу пришли 54 агрессора, тирана. И как работали, неизвестно. Каждый специалист работал, как он понимает. Единой вот какой-то государственной программы нет на сегодняшний день. И она не утверждена, она не принята, она не разработана. Поэтому есть еще над чем работать, много предстоит нам сделать. И здесь важно
понимать, что важна просветительская работа. Очень много мы говорим о том, что нужно с молодежью, старшеклассники, учащиеся колледжа, это вообще у нас уязвимая группа, и студенты вузов, которые готовятся к вступлению в брак. Нужно вести какой-то курс подготовки к семейной жизни. И, Баян, зная вашу активность, я надеюсь, что вы тоже поддержите, потому что, выходя к различной аудитории, когда мы касаемся этих вопросов, то они всегда говорят, почему-то об этом не рассказываете в школах, почему не говорите об этом в вузах. Говорить разово это недостаточно, должна быть какая-то комплексная программа. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, когда происходит насилие в семье, страдает же не только женщина, но и страдают дети, как мы знаем, да, потом эти дети вырастают и тоже сами становятся агрессорами, потому что, согласно исследованиям, в основном те агрессоры, которые, они сами подвергались в детстве насилию со стороны, может быть, в семье, со стороны отца или матери, да, и вообще, как быть в семье, как работать с детьми вообще. Раскройте, пожалуйста, вот эту часть. Как раз в данной программе мы четко увидели, как, допустим, в США работают специалисты со всеми участниками бытового насилия. Это агрессор, работа идет отдельно, это жертва, работа идет отдельно, и свидетели насилия, это дети и пожилые люди. С детьми идет коррекционная работа очень большая, потому что действительно общество заинтересовано, чтобы не получить новых агрессоров, не получить новых абьюзеров. И поэтому здесь важно учитывать, что даже если дети не получили прямого физического наказания, а видя сцены насилия и страдания, они испытывают психологическую травму. И по результатам исследования физическая травма заживает и забывается. А психологическая травма, каждый раз воспоминания о ней травмируют точно так же, как в первый раз. То есть такой эффект мощный у психологических травм. И поэтому такое внимание уделять пассивное этой проблеме, я считаю, это невозможно, поэтому нужна просветительская работа для молодых людей. Мы говорили о различных видах насилия, да, в том числе психологическое насилие. Это же нарушение личных границ, фактически, да, получается. И нас, наверное, будут слушать много девушек, молодых женщин, да, которые подвергаются именно насилию. Скажите, пожалуйста, вообще, как выстраивать личные границы, какие-то алгоритмы, может быть, какие-то рекомендации, которые вы применяете в своей практике? Если говорить для молодых отдельно, то важно помнить, что нужно разрешить себе выбор партнера, чтобы понимать, с кем мне хорошо, с кем я чувствую себя ценностью, с кем я чувствую себя личностью. Важно помнить, что 3 таких важных компонента, которые объединяют людей в пару. Это рациональный. Например, у него перспективная работа, у него широкие плечи, у него такой рост. То есть это от ума мы идем и определяем. Второе – это сексуально-эмоциональный компонент, когда бабочки в животе летают. И третий – это ценностный компонент. И здесь очень важно, потому что бабочки улетят со временем, рациональность, да, на ней долго не удержишься, потому что нам нужно еще ощущать себя. И третий ценностный компонент очень важный. Если у вас совпадают ценности, и если там в ценностях есть личность, то тогда вы будете уже защищены от бытового насилия, и никто не посмеет вас ударить. И важно видеть, что насильники подают сигнал, они пробные шары запускают. И если женщина их принимает, соглашается с ними, то она станет жертвой. Как разглядеть? Очень просто. Контроль. Если партнер вас стремится постоянно контролировать. Второе, он пытается ограничить ваше общение с близкими, с родными, с друзьями. Это еще один признак. Третье, когда он все время делает вас виноватой. То есть женщина виновата во всем. Я разозлился, потому что ты виновата. Я так сделал, потому что ты виновата. Ты не так села, не так встала. На эти факты очень важно обращать внимание. То есть насильники, они подают нам сигналы. Хорошо, как разглядеть? Ты уже вступил в отношения, ты в семье, да, и когда уже происходит насилие, что делать женщинам?
какой алгоритм, куда обращаться, какие-то психологические центры. Вот про это тоже расскажите, пожалуйста. Да, сегодня у нас работают и неправительственные организации, есть частные центры и есть государственный кризисный центр. И если уже есть угроза жизни, есть просто уже непреодолимое состояние, да, когда все плохо, важно понимать, что женщина должна позаботиться в первую очередь о своей безопасности. Сначала физическая и правовая защита, а затем уже психологическая поддержка для того, чтобы выйти из этой ситуации. И в первую очередь, вспомним, если все истории, первое, что делает агрессор, он разбивает телефон, то есть он лишает контакта. Нужно позаботиться о том, чтобы был какой-то запасной телефон, вот так мы спасали уже несколько женщин, для того, чтобы вызвать полицию, потому что в первую очередь это правовая защита и физическая, то есть свою жизнь, свое здоровье нужно беречь и позаботиться о нем. А затем уже можно сегодня в центре «Женуя» и в кризисном центре получить психологическую и социальную поддержку. У нас в обществе есть такие стереотипы, что яд, что ссор из избы не надо выносить, да? Как бороться с такими стереотипами, что делать женщинам, молодым девушкам? Важно осознать свою ценность. Для того, чтобы понимать, насколько я ценна, здесь нужно, опять же, двигаться и к финансовой независимости, и к социальной независимости, быть социально активной, иметь широкие связи. И это поможет, наверное, как-то осознать свою ценность и не позволить того, чтобы тобой помыкали. Потому что очень часто женщины впадают в такое зависимое состояние, потому что у меня нет там достаточного образования, у меня там нет каких-то средств. Поэтому нужно учиться финансовой грамотности, распределять свои ресурсы, финансы и учиться их добывать. В первую очередь все свои навыки прекрасные монетизировать. Сегодня не только образование приносит нам благо материальные, но и другие навыки. Даже умение удивительно печь бурсаки может принести вам доход. Наталья Николаевна, как вы думаете, влияет ли законодательство о том, что сейчас, как мы знаем, да, не криминализировано, что агрессор чувствует себя безнаказанным? Эти факторы влияют ли на поведение мужчин, на агрессоров, на наших женщин, на семью? Вы знаете, работая с судами сегодня, с конфликтными семьями, я не увидела, чтобы привлечение к уголовной ответственности, тюремное наказание сделало человека добрее. Да, должны быть законы, должны они в первую очередь соблюдаться, для того, чтобы человек понимал ответственность. Перед законом мы должны быть все равны. Опять же, возвращаясь к опыту США, мы столкнулись с тем, что там люди разного уровня, разного ранга очень сильно гордятся, что перед законом все равны, что у всех есть равные возможности использовать то, что дает государство. И у нас в стране очень много хорошего сегодня делается для семьи, для защиты женщин, детей и семьи. Поэтому очень важно, чтобы это все соблюдалось на всех уровнях, чтобы не только Астана была городом, где женщину защищают, но чтобы даже в самых дальних уголках люди знали законы, которые меня защищают. Чтобы женщина понимала, что дети – это не ее собственность, она не собственность мужа, что она гражданин государства, и государство выдвигает такие нормы, законы, по которым мы должны жить. Что не семья – это отдельное государство в государстве, а именно мы все государство. Часть государства. Мужчины не боятся. Что нужно для этого делать? Как разъяснять женщинам, как разъяснять мужчинам, что если ты будешь применять насилие, что ты будешь наказан, потому что многие же чувствуют эту безнаказанность. Я сама за то, чтобы криминализировали, все-таки приняли закон об ужесточении, потому что у нас все-таки многие знают или пользуются тем, что могут как-то обойти закон, что могут подкупить, что есть мужская солидарность, да? Во многих случаях факты, которые произошли, остаются безнаказанными.
Да, ну то есть мы опять возвращаемся к тому, что должны быть все равны перед законом, чтобы не было солидарности, чтобы не было там каких-то родственных отношений, да. Это первое. Второе, это должна быть культура ненасильственных отношений. Посмотрите, у нас же вот в период 90-х, когда вот был разброд и шатание, мы прожили все этот период, и очень много было разрушено старых прекрасных традиций, и нам навялено как раз-то вот какие-то ложные ценности. Как одно из них это насилие, что образ мужчины это образ насильника. Вот мое поколение, мы люди вот старой формации, где-то сформировались еще в 70-е годы, 80-е годы, вот у нас насилия не было как нормы. Ну, это вообще был какой-то нонсенс, что кто-то побил женщину. Вот 90-е годы внесли вот эту разрушительную силу во все, в том числе и создали образ мужчины-насильника, что вот герой, мачо, это значит сила, это бей. И мужчины теперь часто подвергающиеся сами насилию когда-то в детстве, они детей воспитывают. Если ты вышел на детскую площадку, там тебя обижают, не будь лохом, если что, сразу бей. Вот я задаю вопрос отцам, если что, это что? Вот сразу бей. Ну, кто-то задел. И очень много сегодня историй как раз про буллинг в школе. И это идет часто из семьи. Мамы, которые сами были когда-то жертвами, очень ранимы, и они своих детей учат. Смотри, если тебя кто-то что-то сказал, сделал, сразу себя защищай, учи себя защищать. Я говорю, а кто нападает на вашего ребенка? Вы учитесь в такой хорошей школе. Но это на всякий случай. Когда мы разбираем ситуацию, выясняется, что мама сама была жертвой буллинга, и поэтому теперь она вот эту боль навяливает своим детям и учит их. Еще ничего не произошло, они еще не столкнулись с какими-то моментами негативными, она уже учит их вот реагировать силой на любой негатив. И таких историй очень много, и фильмы. Посмотрите, какой контент сегодня у нас идет в кино. Обязательно унижение, обязательно насилие, обязательно физическая расправа. И у детей формируется представление, что вот это красиво, это норма, еще и все восхищаются. Вот так. То есть, значит, нам нужно менять именно культуру в обществе, да? Очень важно. Очень многое зависит от того, какая культура, какие ценности мы сформируем. Вот посмотрите, в Казахстане женщина исторически не была жертвой. Женщины были открыты, женщины наравне с мужчинами, женщина, мать всегда принимала участие там, в распределении финансов, ресурсов. К женщине-матери было всегда уважение. А сегодня что происходит? Вот женщина с 4 детьми абсолютно бесправна. То есть она какое-то приложение к семье. Вот так не было. Я говорю, вот в какой-то момент эти ценности сломались, поэтому очень важно нам восстановить ту традиционную культуру и вспомнить о том, что женщина была уважаемым, почетным членом общества, а не просто подай, принеси. Понятно. Вот у нас есть книга «Профилактика и коррекция агрессивного поведения в семье и парах». Вот такая, да? Которую вы написали в соавторстве. Да. Напишите, расскажите, пожалуйста, более подробно и вообще про агрессоров тоже, потому что агрессоры – это тоже жертвы, которые таким образом выражают, да, какую-то свою уязвимость, что-то хотят доказать там, женщине или обществу. Вообще, приходят ли к вам мужчины на консультацию и подробнее про это? Вообще вот работа в данных проектах позволила мне иначе посмотреть и на структуру консультирования. И если раньше вот мы поддерживали жертву, и я понимала, что сколько ее не поддерживай, да, она вернется туда, в те нездоровые отношения. И вот как раз сейчас вот формат поменялся, и приходят мужчины, и мы разговариваем с ними как раз про то, где, когда они научились так решать свои проблемы, так выражать свой стресс, не контролировать себя и учиться жить по-другому, строить отношения по-другому, и достаточно эффективно это работает. Но, к сожалению, в нашей культуре мужчины
реже ходят. Вот если брать соотношение, то 80 к 20% женщины чаще обращаются. И очень часто причиной является ребенок. Дети – это мощный индикатор нездоровых отношений в семье. Родители реагируют, они хотят, чтобы их дети были счастливыми, и они приводят ребенка, сделайте с ним что-нибудь, у него там поставили СДВГ, он грызет ногти, он съел все ручки и карандаши, сгрыз, он неадекватно ведет себя в школе, он агрессивный в школе, у него нет друзей, и вот как раз это все такая лакмусовая бумажка нездоровых отношений в семье. И мы говорим о том, что отдельно от семьи сделать счастливым ребенка невозможно. То есть здесь нужна комплексная работа, работа. А не только с женщиной, но и мужчина, и с ребенком. Да. И только тогда будет какой-то такой видимый результат, да? Да, будет результат. Ну, еще, конечно, помощь вот различных просветительских программ формирования культуры. То есть нам вот сцены насилия, как нормы, нужно как-то уже убирать. Вот эстетические чувства, они как раз снижают агрессивность. И вот в книге, в этом методическом пособии мы вместе с авторами рассмотрели причины появления агрессивного поведения. Очень часто, не нужно забывать, и алкоголь, наркотики, они снимают контроль. И человек даже в обычном состоянии, милейший, добрейший, может стать агрессивным, потому что ослаблен контроль. Человек перестает контролировать свои поступки, свои действия. Потом очень такой немаловажный момент – это воспитание. Вы об этом много сказали, в какой среде формируется человек. Это средства массовой информации, это культура вообще, ценности, допустим, профессия. И, допустим, у нас армия, полиция навязывает образ такого физически сильного, такого агрессивного человека. И у нас как раз-то правоохранительные органы дают высокий процент мужчин. Обращение, да? Да, мужчин, которые являются в семье такими тиранами, жесткими. Может быть, даже не физического насилия, но контролирующие такие вот абьюзеры как раз вот с психологическим насилием. То есть тотальный контроль за всеми действиями членов семьи. Ну вот по статистике все-таки вот я смотрела, до 80% это люди, которые или в состоянии совершают насилие в состоянии алкогольного, наркотического, опьянения, или там лудомания в семье, да. Все-таки вот эти факторы очень сильно влияют на поведение агрессора, вот когда теряют контроль. Вот как работать именно с этими факторами? Если мужчина пьет в семье, что делать женщинам? Или он потребляет наркотические вещества, или вот подвержен играм различным? Ну вот сейчас есть различные поддерживающие программы в городе нашем. Поддерживают анонимные алкоголики, жены ходят, члены семьи ходят, родители ходят. Там дается психологическая поддержка, идет работа и с зависимыми людьми, независимо, это игромания или это, допустим, наркотическая зависимость. То есть уже есть такие социальные программы. Поэтому активно обращаться туда, искать помощь. И, а дальше, конечно, даже наши судьи говорят, что они не поддерживают те пары, если подали заявление на развод женщины, есть бытовое насилие, есть алкоголизм, наркомания, то они не стремятся сохранить эту семью. То есть это веская причина для развода, к сожалению. Поэтому должна быть профилактическая работа. И вот я прочитала недавно в новостях, что в некоторых регионах на юге уже в магазинах не продают алкоголь. Не продают, да? Не продают, да, чтобы у мужчин не было соблазна, не было вот этой легкости, что шел мимо, зашел, выпил, пришел домой разъяренный. Поэтому очень важно работать еще и с этим. То есть занимаемся профилактикой наркомании и алкоголя, снижаем бытовое насилие. Я знаю очень много случаев, когда женщины сами оправдывают насилие. Расскажите, пожалуйста, вот про эту проблему подробнее. Да, очень грустно, когда женщины, являясь жертвами бытового насилия, поддерживают абьюз. Они находят оправдание. Часто, опять же, это сформированное представление о нормах в собственной семье. Так жила моя бабушка, так жила моя мама, и я так живу, но это же нормально. И когда я делаю круглые глаза на консультации, молодая женщина говорит: а почему вас так это удивляет? Сейчас все так живут. Я говорю: нет, давайте поговорим. Все это кто?
И мы выходим, конечно же, на значимых людей. Это вот из близкого окружения. И молодые девушки, когда мы приходим в вузы, в колледжи, вот с просветительскими работами, работой от комиссии, например, или в рамках проекта, вот встречаемся с молодежью, часто можно услышать от девушек: сама виновата, нарвалась. То есть вела бы себя по-другому, не получила бы. Вот такие моменты тоже тревожные. То есть нам надо работать с молодежью, тогда мы как-то сможем повлиять на снижение бытового насилия. То есть нет оправдания насилию. Никакой формы. Ни психологического, ни физического. Еще одна такая важная тема, Баян, тоже, наверное, здесь нужна будет и ваша помощь. Это такие формы насилия, которые не выделены у нас в отдельные. Это кибернасилие. Допустим, партнер, расставшись со своей там девушкой, или девушка, наоборот, расставшись с молодым человеком, они начинают травить в соцсетях, выкладывать какие-то порочащие фотографии, материалы, информацию. Вот это тоже бы желательно остановить, потому что часто такая форма может довести даже до суицидальных мыслей и намерений молодых людей. И вот после развода есть такая форма, у нас она не выделена, и даже мы аналог не смогли найти, paper abuse, то есть бумажное насилие, когда один из партнеров, неудовлетворенный разводом, того, что жертва ушла, он начинает писать. У меня была женщина, уже потом и несколько женщин, но вот первый раз я столкнулась с тем, что она столько работ была вынуждена поменять, будучи очень образованной, очень классным специалистом. Она постоянно меняла работу, потому что бывший супруг все время писал в прокуратуру на нее, что вот там она работает в такой-то организации. Бесконечные были проверки, в результате ее просили: пожалуйста, уйди, уже сил нет отписываться, постоянно какие-то проверки встречать. И другой случай, когда мужчина пришел, вот у того специалиста был, туда написал, в опеку написал, в ювенальную полицию написал. Вот все не поняли меня, они не разглядели, может быть, вы разглядите. Ну вот прям была вынуждена его выгнать, отказать, сказала, что вы абьюзер, вы занимаетесь вот бумажным насилием, в Америке бы вас привлекли к ответственности, потому что ни один ваш сигнал не подтвердился. Значит, вот он просто отвлекает государственные органы от реальной работы. Вот он пишет, все же должны реагировать на это. Да. Все проверяют, все ему что-то отвечают, и нигде сигналы не подтверждаются, а он все пишет и пишет. И вот такие письмена могут длиться годами. Но это же форма преследования, это фактически, если так посмотреть. Да, но у нас за это не привлекают. За это не привлекают, и поэтому... И ему все время вот отвечают. Хотя, говорю, если, допустим, ну вот закон пропишет, будет в законе прописано, что если там 5 раз не подтвердилось то, что он написал в разных структурах, да, не подтвердили ни полиция, ни опека, то его самого можно привлекать. Да, его можно привлекать, потому что вот такое преследование через вот эту писанину, да, он ее за ней не ходит по пятам, он ее там не пугает в подъезде, он не применяет к ней физическую силу. Но женщина живет в таком стрессе, просто невозможно, начинает страдать физическое здоровье еще, потому что это никак у нас не остановишь. Понятно. Причем это было характерно для мужчин. Вот я видела это со стороны мужчин. Да, то есть если уже сейчас про физическое насилие говорят, есть статья, хотят там перевести в уголовное право, эту статью, как-то это их, видимо, останавливает. Но они избирают другую форму истязания своей жертвы, и здесь мы бессильны, мы не можем остановить. Ну, если вот делать итоги, все-таки я считаю, что профилактику мы должны делать еще и в школе, начиная со школы, да, начиная со школы, в университетах, колледжах, проводить с будущими семейными парами прям такую активную работу, да? Почему? Потому что они уже должны до вступления в отношения знать, например, проводятся ли какие-то лекционные материалы, обучение для будущих семейных пар, например, как распознать насилие до вступления в отношения, проходят ли люди какое-то вот обучение, какие-то такие материалы вообще? Ну вот смотрите, мы можем уповать только на добровольное желание. Когда молодые люди собираются вступать в брак, они заняты тоем, нарядом, там, рисуют себе иллюзии. Приятные хлопоты. Да. И совершенно не задумываются, что же будет после этого прекрасного праздника. Вот. Поэтому, возможно, все-таки это нужен курс какой-то обучающий в рамках государственной программы. В школе
в колледже и в вузе. И вот работая с молодежью в разных проектах, вот совместно с Казахстаном ЛДР, в рамках комиссии нашей, я увидела, насколько интересна эта тема молодым людям. А вообще Очень есть ли интересно. мировой опыт вообще в других странах, как это проводится? Ну, в других странах, да, обязательно, во-первых, изучают законодательство. Я же говорю, у нас представление о том, что а как это муж после развода может претендовать на встречи с ребенком? Я же его родила, это моя собственность. Не знаю. Вдруг. А у нас закон прописан. То есть не знают граждане наши часто законов. Либо они не понимают, как это применять. Да, на бумаге, даже женщины, юристы или студентки юридических факультетов, они просто вот видят текст. А как это работает, они не представляют, они не знают. Ну, потому что, видимо, нет какой-то разъяснительной работы применительно к жизни. Как в работе этот закон применить, она понимает. Как в своей жизни у нее уже начинают работать какие-то вот стереотипы из ее семьи. И поэтому, конечно, нужно, чтобы это был интересный курс, такой он творческий для молодых людей, где не просто вот там прочитали законы, показали, как это работает. Может быть, какие-то фильмы, какая-то фильмография должна быть подобрана, тренинги, опять же, практическая работа. Ну, у молодых людей это вызывает очень, очень неподдельный такой интерес. Эта тема. Да. Я думаю, что здесь нужно какой-то или документальный фильм, или разъясняющие ролики, да, вообще именно по повышению правовой грамотности, да, не только женщин и девушек, но и мужчин в том числе, да. В общем, наше подрастающее поколение в первую очередь. И это не только правовая грамотность, но и в том числе экономическая грамотность. Да? Да. Потому что у нас же сейчас никто перед браком вот не подписывает, вот как за рубежом, брачный договор, где все это прописывается. Да. Касательно имущества, каких-то взаимоотношений. Даже я знаю, что это у нас не так популярно вообще, подписание брачного договора. Но молодые люди сейчас уже идут на это. Идут на это, да. Да, вопреки нашей культуре, традициям, они идут на это. И вот брачный договор, конечно, делает более уверенными партнеров. То есть они понимают, что они имеют, чем они владеют, как они принимают участие там, в распределении ресурсов, как они несут ответственность за воспитание детей. Вот эти вопросы уже прописываются в брачных договорах. Да, может быть, еще не так активно, но я думаю, что это придет. Наталья Николаевна, наши читатели и слушатели, да, если захотят вам задать вопрос или получить консультацию, куда могут ли они к вам обратиться и куда обращаться? Да, мой вот рабочий WhatsApp, номер 701 511 57 10. Мы там пропишем, да, внизу. Можно писать, потому что если у меня идет консультация или идет тренинг, конечно, я не смогу ответить в режиме реального времени, но я отвечаю на все сообщения, вот, поясняю, объясняю. Если это не мои компетенции, я подскажу, куда обратиться. Вот, если это мои компетенции, конечно, мы договоримся об удобном времени и проконсультируем. А вот сейчас еще хорошая такая площадка для формирования семейных таких хороших отношений, здоровых отношений. Это клуб «Замандас», который работает в городе уже более 10 лет, и 7 лет из них я сотрудничаю с этим общественным фондом. И мы проводим такие групповые занятия для родителей, групповые занятия для детей разного возраста, и проводим диагностику вот эмоционально-личностной сферы детей, потому что, еще раз говорю, дети очень хорошо показывают, какие отношения, что нужно изменить, в чем сильная сторона этой семьи. И вот такую комплексную помощь могут получить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые посещают дворовый семейный клуб «Замандас». Большое спасибо, Наталья Николаевна, за ваше неравнодушие, за вашу активную гражданскую позицию. А я хочу еще раз напомнить, что проект реализуется Альянсом женских сил Казахстана при содействии Канадского фонда поддержки местных инициатив. Здесь будут указаны наши контакты Альянса, соцсети. Вы можете подписываться, писать вопросы, комментарии, обращаться. Будем благодарны за поддержку нашего проекта.